Трек Алмазбекович, у вас есть вопросы? У меня нет вопросов. Уважаемые судьи, пожалуйста, Миргуль Скупик. Спасибо за разъяснение главы статьи 26 Конституции субъектного состава, скажем так. Значит, вопрос такой. Вы сказали, что процитировали 15-й пункт порядка, который был утвержден Кабинетом министров, постановлением Кабинета министров. Там 14-15 пункты говорят о в реализацию части 1 статьи 146, да, части 1, в частности, подпункта А, подпункта Б. Вот есть вопрос в отношении части 2 статьи 146, вот, в целях взаимодействия с органами налоговой службы, банки и платежные организации, операторы платежной системы обязаны передавать в режиме реального времени информацию о совершенных платежах. То есть в реализацию вот этой нормы в порядке, в принципе, я вот читала и ничего не нашла. И если нет, то, может быть, законодатель рассматривает этот пункт, вернее, эту часть в системной связи с частью 1, да? И в связи с этим постановление Кабинета министров вышло о порядке вот, реализации, да, требований статьи 146. Если нет, то в чем смысл части 2? Если это не в системной связи рассматривается, то в чем смысл части 2 статьи 146? Какова логика? Могу дать? Да. Однозначно, конечно, она считается, должна читаться и реализовываться только в системной взаимосвязи с частью 1, со всеми пунктами. То есть здесь анализ взаимодействия налоговой банки обязаны передавать. Если вырвать с контекста, просто часть 2 прочитать, действительно нет. Но я считаю, что у нас законодательство должно читаться во взаимосвязи, то есть нельзя только часть 2 закона статьи прочитать, надо читать во взаимодействии. Это взаимно логичные, взаимосвязанные. То есть речь идет о том, что в целях взаимодействия это связано с тем, что когда у налоговой службы возникают вопросы, то, соответственно, банки и платежные системы обязаны передавать. Это надо читать только в взаимосвязи. Спасибо. Еще вопросы? Присаживайтесь. Спасибо.